Этот спортивно-реабилитационный центр, куда обращаются граждане за помощью после укусов животных, работает круглосуточно. В последнее время число обращений увеличилось. За год к ним приходят более 3000 пострадавших, 23% из которых пострадали от укусов неизвестными кошками, собаками и крысами. При подобных случаях медики просят обращаться к врачам ГСФ, где им обработают раны и назначат лечение. В нашем кабинете мы принимаем пациента и решаем в зависимости от вида укусившего животного, от раны, места локализации, назначаем прививки антирабические и антирабический иммуноглобулин. Видео, которое появилось в сети, где мальчик пострадал от укуса собаки, сразу вызвало недовольство у горожан. После инцидента хозяин собаки сбежал, сейчас его ищут. После таких случаев некоторые из родителей сопровождают детей в школы и сады для их безопасности. Бирок алардан коркпойм. Алар чоң капса да коркпойм. Ал эми көчөдө жүргөн иттерден эми кичине корком, жашын өтөм. Ал эми дарбазадан болгондордон жашынбай өтөм. Ушул иттердин корсоостор чутасы билинет да, коркуп аткан адамдын үрөт иттер. Ан сайын коркуп биз качабыз. Если честно, я вот по этой дороге хожу, не вижу никаких бездомных собак. Не знаю даже. Лучше вот на дороге обратите внимание, у нас здесь нет никаких знаков. Собак боимся. Я вот сама дочку встречаю и провожаю каждый день. Недавно люди вышли на митинг, так как хотели построить приют для собак. Мэрия возле санитарного полигона выделила участок. Люди создали группу в WhatsApp и Телеграме. По словам вице-мэра Джамалбека Ирсалиева, толку от этого нет, так как бюджет не заложен, приют не построен, идет только сейчас отстрел собак. Другого варианта нет. Мы круглогодично постоянно работаем над этими, только у нас 7 человек работает. Это при муниципальном предприятии «Тазалык». Всего лишь у нас 7 человек работает там. Дело в том, что вот в данное время мы проводим отстрел. Но это совсем мало. А по городу больше 100 тысяч собак есть бездомных. А с хозяевами, которые мы не стреляем. Прививки назначаются по безусловному курсу. Если животное известное и оно привито против бешенства, дается 10 дней наблюдения за животными и обследование в медлечебнице с предоставлением справки. Айджан Аманова, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ.